Добрый день всем, хто за нами назирае. Вось праз месяц, ровно за месяц до светлага дня перамогі, я рады всем паведаміць, што мы нарэшце перамаглі сумеснымі намаганнямі чорныя гарохі, імя Машы Мартасевич. Вось цяпер мы больш-менш прыстойным, бачыце, заднікам. А сёння, сёння мы вырашылі адпаведна з нагоды гэтай перамогі асабістай нашай парадаваць сябе таким гостем, як Юлія Чарнявская, якая ласкава пагадзілася до нас прыйсці. Добрый вечер, Юлія. Добрый вечер, Стас. Юлія Чарнявская, я крыху два слова літаральна скажу, там ёсць анонс на сайце, але я яшчэ раз прадстаўлю. Юлія Чарнявская літаратар, культуролог, аўтар шэрагу кніг па беларускай антрапалогіі, беларусы тутэйшых данацый, беларусы рысы да аўтапартрэту, аўтар перадач, якія выходзяць на беларускім партале Тутбай, на стваральніца літаратурніцы полкі графа. Вось, вядомы чалавек. Вы кажаце, што в вашым жыцці вы мацнейшыя за большасць мужчын, якія вас атачаюць. Адпаведна, у мяне пытанне такое: як вы ставіцеся да фемінізму? У меня была большая статья «Почему я не феминистка». На самом деле, конечно же, я отношусь к феминизму хорошо, потому что, достаточно смешно, когда человек в наше время считает, что феминизм – это исключительно требование какой-то дискредитации мужчин, это исключительно бизнес-вумен, это исключительно какие-то смешные требования, отрубания головы у андерсоновской русалочки. Это, скажем так, какие-то кусочки, какие-то штришки. Вот всегда появляется какое-то хорошее дело, а потом это дело начинает уходить где-то кусками в мелочи. Компенсаторная дискриминация. И мелочи становятся более заметны, чем само дело. Вот то, что у нас женщины получают на 30% меньше мужчин, я считаю, это серьезное дело. С этим надо бороться. А потом мне очень просто быть не феминисткой, потому что я никогда не ощущала мужского гнета. Ощущая я его, вероятно, я была бы в большей мере феминистически, действующей. Ну, а вось у вашей семьи же как минимум два вядомых чалавекі, да? Вось это, адпаведна, Юлія Чарнявская и Юрий Зисер, ваш муж. А вось вы... не тот порядочек, вежливый порядочек, но не давайте тот. зараз мы не будем, про порядки, это іншае пытанне. Але вы скажите, вось вы не взяли, допустим, прозвище мужа у сувязі з чым? Гэта менавіта нейкі бунт супротив гэтага патрыархальнага уклада, ці гэта страх нейкага, может быть, антисемитизма, вот что это такое? Ці гэта органично просто так некоторым образом? Вы знаете что? Дело в том, что у нас фамилия, это довольно смешной момент, она в семье по некоторым причинам передается по женской линии. У меня мама Чернявская, я Чернявская по маме. Я Чернявская, дочка Чернявская. Вот. А когда возникал вопрос, то есть каждая из нас могла бы поменять фамилию. Например, Женя, дочь, могла бы взять двойную и может в любой момент по маме и по папе. Да? Как-то вот так у нас повелось. Этому есть очень много причин, но не для передачи. Я на тот момент, в принципе, уже по фамилии Чернявская, когда я выходила замуж за Юру, была немножко в узких кругах известна. То есть я писала песни. Я выступала как Юлия Чернявская. Это был такой круг авторской песни, он был такой узкий, но широкий по всему Союзу. Меня так и знали. Я думала, что песня будет вечна, я буду иметь в ней какое-то небольшое, но честное имя тоже вечно. А все изменилось. Песня исчезла, а имя осталось. Ясно. Глядзі, я тады, крыху здалёк пачну. Калі мяне прасілі скласці спіс гостей на ближайшие передачи, да? Я сел, добросумленно пачаў записывать, кого бы я хотел запросить, и, отповедно, пачалі некоторые люди писать, запросить того человека, запросить гэта, и он разумный, и он добрый человек, и так далее. Я кажу, да, разумный, добрый человек, але я не ведаю, про что з ім можна поговорить. А вось калі я уже рыхтаваўся до нашага з вами эфира, я цудоўна разумеў, что тэма для размовы будзе, потому что якраз зараз, по-моему, гэта будзе актуальна, потому что я не ведаю, ці гэта маё назіранне, ці, может быть, вы со мной пагадзіцеся, што зараз з'явілася вялікая колькасць тэкстаў, у якіх беларусам даюцца дыягназы.
все вот пачалі іх вельмі агульна аналізаваць. Вось кажуць, беларусы такія, беларусы сякія, вось у іх рысы такія, вось з іхнымі праблемы у іх такія, вось з імі можна рабіць тое ці іншае з гэтымі праблемамі. Ну, допустим, вось ваш знакомый Александр Федута, например, пишет, что большое несчастье белорусов в том, что они как народ лишены чувства юмора. Ну, например, там белорусы, пишет на автор Ку.орг, белорусы всегда и везде выдают оленей взгляд и повадки. И вось гэта широкая колькасць тэкстаў, якія вось зараз папулярны тым, што вось аналізуюць гэтага беларуса. Вось вы як профессионал, да, вось як антрополог, вось што вы думаеце наконт Праги, вось проанализовать у нас? Да нет, желание проанализировать, когда самосознание уже перерастает как бы просто какие-то ментальные нефиксируемые основания и становится самосознанием, желание отрефлексировать вообще жизнь народа, это совершенно естественно. Другое дело, что это делается не только как бы в научной среде, это делается в публицистике, это делается в Фейсбуке, это делается в интернете, поэтому, в общем, кроме уважаемого Александра Иосифовича и неизвестного мне автора Ку.ку, который мне, кстати, понравилась формулировка, вот, но олень там, это гордое слово, это красивое слово, для меня олень не ругательство. Это такая цитата, але, в принципе, это такой разгорнутый текст. Не один. Я хорошо к этому отношусь. Это нормально, это значит, что мы думаем. Другое, мне очень не нравится несколько вещей. Первое, что национальный вопрос, как бы, знаете, все знают, все в курсе. То есть для того, чтобы начать анализировать как-то или выдавать за анализ какие-то свои умозаключения, в общем, личные, да, не нужно читать ни одного учебника этнопсихологии, ни одного учебника этносоциологии, я не говорю о серьезных книгах. Просто вот мы так говорим. Чаще это с чужого слова, с чужого языка. Да. Безусловно, в какой-то мере, да. Даже если ты пишешь публицистическую статью. Потому что надо знать какой-то хотя бы тезаурус. И второй момент, что мне очень не нравится, но это неизбежно. Вы сами сказали, рысы белорусов. А які ж они рысы белорусов? Нету народа, який был бы неким монополистом на некие рысы. Есть одни и те же человечьи рысы, якія не преломляются у смысловости некого этноса. Я вот дальше в вашей книге зауважу, что вы ставите, наприклад, спочатку починаєте розглядати етнос і кажете, що ось у етноса, як у поняття, теоретично повинні бути ось такі значення. Да? І після ви на протягу там, ось гэтага артикула, некого параграфа, вы обвергаете константность вот этих, да, рисов, допустим, у этноса, и кажется, что в принципе все это не обовязково. И я здзівіўся якраз тому, что высвятляется, что ничего нельзя сказать ни про что по сутности. Можно, але калі мы будем казаць не про рысы, а про некие стереотипы, про некие ролевые паводзіны, про некие, як бы это сказать, некие модели паводзінаў. Ведаеце, там спачатку все выявлялі рысы, потым все пачалі выяўляць базовую особу, гэта кардинер, там, Кура-Дюбуа, модальную особу. А пасля усе, не все, а значныя для мяне персоны у этнопсихологии, в этносоциологии, в этнологии, в нацыялогіі наогул пачалі ўсё ж быць больш асцярожнымі. Некая пэўная засцярожнасць з'явілася, потому что, калі мы кажам пра рысы, мы можем казаць, ёсць кепскі народ, ёсць добрый народ. Ёсць народ там некие трусливые, есть народ некий, это неслушно, есть народ какой-то там угодливый, есть народ жадный. Нет. Можно говорить, что модели, определенные модели поведения в силу истории, в силу социологических, социальных условий, что вот эти вот модели поведения, они в данном народе на уровне, даже не вполне осознанном, на уровне габитуса. А это не риторика? Это не риторика. Но про человека можно сказать, то есть добрый антикипский? Про человека некоторые даже не говорят. Я, поскольку я человек вообще горячий и страстный, говорю.
Для меня есть какой-то вот, скажем так, какая-то точка накопления, после которой я могу сказать, этот человек плохой. Но народ – это не человек. Народ – это воображаемое сообщество. Да. Але у нас же є соціологія. Ну и что? Ну, колькі вам треба відсотків, допустим, в народі, як сказати, що він складається з вельми добрих людей, допустим. Да народ вообще не складывается из людей. Народ – это такая сущность во многом, она не складывается из черт людей, она складывается из определенных методов, которыми люди привыкли действовать, и во многом в нерефлексивно. Вот вы говорили, я там опровергаю там то-то, 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 как признаки этноса. А есть несколько признаков, на самом деле гораздо более важно, современного этноса, потому что в древности все это было признаками этноса, то, о чем мы там говорим. А есть важная вещь, это вещь, в общем-то, самосознание, этническая идентичность. И это вещь, вот этот габитус, некая такая прослойка, привычка, которая к нам переходит от родных и близких, и эта привычка в нас сидит, мы ее не замечаем. Самое важное в народе – это то, о чем он не говорит, потому что оно само собой подразумевается. Ну, ось ви кажете, ось у вас книга називається «От тутейшості до нації». Але згодно з вашим означеннем атрымліваецца, што тутейшасць гэта ўжо прыкмета нацыі. Таму што гэта людзі выдзяляюць сябе з усіх астатніх. Тутейшасць гэта прыкмета не нацыі, калі вось з'явілася гэта асэнсаванне гэтага паняцця, так, гэтага канцэпту. Гэта народ, гэта не нацыя. У нацыі ёсць нейкія рысы, нейкія характарыстыкі, якімі яна павінна валодаць. Вось у нас вельмі затым дзіўна ўсё. І мы імі валодаем. Але справа ў тым, што ні вы, ні я, ні шмат людзей не бачым той вось нацыі, да, да якой мы там усімі фібрамі і жабрамі цягнемся. Пранимся. Ну, я читал одно из ваших интервью, вы, даже сами сказали, что коли повстало питання, ці з'їжджати вам за межу разом з мужем, ці не з'їжджати вам за межу разом з мужем, ви категорично домовились, і ви, до речі, тоді ще сказали, що тому що я вельми тутейший. Ви якое укладываете якраз в это... Слово «тутейший»? Да. Вы знаете, что, ну, конечно, это немножечко иронически, но на самом деле я в этом не вижу ничего плохого. Я не вижу плохого в тутейшести, если ее... Понимаете, тутейшесть, как вот берут понятие какое-то, оно означает что-то. Его раздувают тутейшесть, толерантность. Ви написали книгу «От тутейшости до нации». Ну, не все мають можливість прочитати книгу. Скоро будет второй тираж. Да, я маю на увазі, що не всі мають фізичну можливість читати великі об'єми тексту, розумієте? Ну, имеют право. Да, конечно. Ну вот вы можете сформулировать для вас, что такое тутейшесть у разрезе ироничным, неироничным, и у разрезе написанной вами книги. Тутейшесть, нация, дотычна до белорусов. Что это означает? То есть это разные вопросы. Начнем с того, что значит для меня тутейшесть. Вот когда меня спрашивают, где твоя родина, я говорю, моя родина, Минск, улица Карла Маркса, 36, мой двор. Родина бывает, я об этом, кстати, тоже писала большую статью, она в Москве была напечатана. Нет, вот эта статья, она называлась «Родина большая, малая, метафизическая». Вот я их выделила 3. Есть малая родина, вот для меня улица Карла Маркса и прилегающие кварталы. Есть большая родина, ну, государство, страна, что тоже не всегда соответствует одно другому, да? А есть третья родина, метафизическая. Это обрывки того, что я знаю о моей родине. Например, я не бывала в массе городов, в массе мест я вообще мало езжу. Но это моя родина. Я знаю, что в Мстиславле вот так, я знаю, что в Гомеле вот эдак. И я по этим обрывкам, каждый человек составляет себе образ родины. Она метафизическая сильная очень. Она сильнее, чем государство. Ну, с тутейшестью, допустим, с вашей ясно. А вы что тычете белорусской нации? Все ж таки, ну, я разумею, что тяжко вычленить некие характерные рысы, але, ну, коли не у вас запытать. Ну, найдутся люди. Ну, вы же все-таки, я просто, Стась, я не вполне врубилась в вопрос,
Но я попробую сказать. Что такое белорусская нация? Что такое белорусская нация? Вельми просто питание. Существуют параметры. Некие параметры, которыми должна отличаться современная, я говорю современная нация. Это, безусловно, наличие суверенного государства. Это первый параметр. Второй параметр. Без державы не бывает нации. Без державы может вызревать нация. То есть нация уже вызревала до БНР. То бок евреи, відповідно, стали нацией после Другой Светлой войны. А вы знаете, что да, я скажу так, евреи диаспоры это народ. Евреи это народ, который может иметь двойную идентичность. Еврей француз, еврей белорус, там еврей. Иногда он может вообще быть французом или белорусом, если ему хочется, да? Правда, ему не дадут забыть о том, что он еврей. Нация – это, конечно, государство Израиль. Безусловно, мощная нация. Так, я прошу прощения, что перебил, да. Ну, вертаемся до Беларуси. Должны быть некие институты, в том числе мощная социальная институция. Должна быть некая гражданская... Вообще нация – это гражданская категория. Этническая в нации отступает перед социальным. А вот в народе этническое превалирует. Народ может быть народом в пещере. Народ – это вообще такой колос. Он растет где хочет и как хочет. А нация уже нуждается в неких структурах. Типизация, я не знаю. Вот. Это так, если очень кратко. И нация сформировалась? Потому что, ну, это питание, нация, это сейчас. на мой взгляд, отличный от взгляда глубоко мной любимых и уважаемых исследователей некоторых, эссеистов, философов. Я уверена, что белорусская нация существует. Другое дело, что нация – это ведь тоже не конечный результат, это процесс. Понимаете, представить себе там англичанина кромвелевских времен и теперешнего англичанина. Чому кажуть, що українська нація, це вельми розхожа така думка, закончила своє формування після Майдану на війні? Скажем так, украинская нация сделала, она не закончила свое формирование, безусловно. Украинская нация сказала о том, что она сформировалась во время Майдана. По сутности ничего к этим фактам войны и этого Майдана не изменилось. Я считаю, что украинская нация, безусловно, существует. Существует давно, существовала до Майдана. Вот. И протест принял формы национального протеста, хотя изначально это был протест большей частью все-таки социальный. Это был протест против того безобразия, которое представляли собой украинские власти. Вот я жила какое-то время в Украине, я знаю эту страну, я очень ее люблю. И жить там было очень тяжело, потому что это была страна произвола, хамства и коррупции. Вот. Социальный протест принял национальные формы. Это довольно часто бывает. Ну вот дальше вот вы жили в Украине, я с вашим мужем размовлял несколько годов тому якраз на тему якого дитинства и так далее. Он сказал, что Львов, при всей его любові до Львова, їх два. Ось один Львов, це той Львов, який він любив, а другий Львов був такий антисемітський, достатково город, де йому було тяжковато, приходилося час від часу. А як ось в цьому плані, ну, ось Мінськ, як вам Минск, Беларусь, як він подається? Ну, вы знаете, поскольку у меня есть еврейские корни, но я белорусская, вот. У меня по бабушке еврейские корни. Я белорусская, и поэтому вот так вот сказать вам, понимаете, я не страдала так, как страдали другие, хотя, например, в школе, когда меня бабушка приходила там встречать в советское время, вот, по бабушке вычисляли, и были несколько лет травли в средней школе по этому поводу. А вот, причем, когда я училась в центре города... Дети, да? Да, дети, конечно. Когда я училась в центре города, во второй школе, потом ее перевели все в четвертую, а потом мама меня увезла с собой, значит, в Серебрянку, где получила квартиру. Вот в центре города я этого не чувствовала. Я это очень остро почувствовала именно вот в микрорайонах, да. Почему так?
Потому что там Я не думаю, ближе до периферии интеллигентность разбавлялась, а там те что. там, понимаете, интеллигентность ставилась тире. Интеллигент не тот еврей. Тире, да, интеллигент, еврей, это было примерно одно и то же. Вот, но, понимаете, опыт, например, моей жизни во Львове меня очень в свое время потряс в том плане, что там было деление. Там было очень четкое деление на украинцев, русских, евреев. И когда я приехала, я просто ошалела, я такого не предполагала. Вот там заключение браков, даже места работы, да, они тоже таким образом разнились. Вот. А у мужа там лучший друг был украинец, но тем не менее это был скорее вот нонсенс. В Минске я этого никогда не чувствовала. В Минске все были вместе. Были и остались. А что существует антисемитизм? Он существует, он такой тихий, ползучий. Но, вы понимаете, меня антисемитизм скорее волнует как даже не то, что имеет там отношение к моему мужу, к дочке, в какой-то мере ко мне, там, к бабушке моей. Меня это волнует с другой точки зрения, как проявление, в принципе, интолерантности к другому. Потому что, как говорит муж, если бы при тебе там били китайцев, ты бы немедленно подняла флаг и пошла и сказала, что ты китаянка. Я просто это ненавижу. Ну, просто, в любом варианте. Ну, вы глядите, вы кажете, что вам вельмі подобалося, що всі були разом. Я розмовляв з одним моїм сябром, він єврей, давно з'їхав, живе в США, ну ви його, до речі, так само видите, такий був Владимир Рабінович тут. Да, известно. Да, ось він казав, що яны жили, евреи, диссиденты, вот, которые, да, шмат чего зробили, распаўсюджвалі тут Солженіцына, того ж самого, там, да. Яны жылі, і ён гэта кажа з жалем. Ён кажа, што зараз я зразумеў Мінску і не падазравалі пра наяўнасць у Мінску нейкіх такіх асобных саміх па сабе беларусаў, адрозных ад рускіх. Для нас вот, русские и белорусы, это было приблизно одно и то же. Ну, мы ведали, что вот мы евреи, а белорусы, ну, мы не бачили за ими нейкой самостойной этничности. Ну, не ведаю, як это было у Рабіновича, у меня это было інакше. Тому что, ну, мне пошанцевало. В моем житті с детства было белорусское коло. И тут, на той самой Маркса 36, и у Доме литератора, где были наша поликлиника, библиотека, где працавала мама Адама Глобуса и Мірика Адамчика, тетя Нина, наша суседка, якую я вельми люблю, хотя ее уже нема. И у меня были Королишевичи. Это бывшая дача, летища Колоса, якое у Стайках зрабілі дом творчасці беларускіх пісьменнікаў. І гэта быў такі вялікі драўляны дом, и там жили все як семья. Вось. Для меня, мне сдавалось, что все белорусы. Действительно, не было деления, в школе никто не обращал внимания ни на кого, кроме евреев. То есть русский ты украинец или белорус, ну где-то, или поляк, но вот у поляков красивые иногда фамилии, имена были. Вот Тереза, Ванда, Барбара не была, вот Ванда, Тереза, я завидовала, хотя мне мое имя тоже нравится. Вот, и все. То есть был на польках чуть-чуть налет экзотизма, но их мало было в Минске на самом деле. Вот. Ну, потом там разобрались с фамилиями, что Иванов это русская, там Конторович еврейская, а там, я не знаю, Свинцицкий польская или там белорусская. Белорусская, нема Свинцицкая. О, слухайте, ну ось я що ще хотів запитати. Я ось, знову вже рихтуюся, читаю шмат ваших текстов и трапляю на российские ресурсы, где вы публикуетесь. И вось... Где меня передруковывают, а я об этом нават не ведаю. Да? Я публікуюся частей за ўсё, я публікуюся у России в часописе «Человек», вельмі добрый часопіс. Ну, я не могу сказать, что это конкретно за сайт, але там дастаткова шмат ваших эссе, и я... Ну, становится шмат... Ну, я знайду, да. Я себе не гуглю. Шмат чего становится мне зразумелым теперь, але на той момент, коли я читав сайт, я думаю, що ось вельмі дивно, як ви
прэзентуеце вось сваю пазіцыю адносна вось беларусаў менавіта на расійскім рэсурсе. Я там вельмі здзівіўся, вот у вас некалькі было там тэкстаў, і там вось я выбраў адтуль некалькі цытат. Допустим, вы пишете, введем за скобки спорный тезис о ведущем положении белорусов в Великом княжестве Литовском. Сделаем это как минимум по следующей причине. Неси белорусы на себе печать горделивого литвинства, их путь в СССР был бы более тернистым. Тиво Серши вы пишете, да, допустим? Да, я даже знаю, какая-то статья. Она была напечатана в Новом литературном обозрении, да. Вось, например, фраза Хрущева, произнесенная в Минске, чем скорее мы будем говорить по-русски, и тем быстрее построим коммунизм, вызвала недовольство части интеллектуалов, но была вполне естественно гражданами. То бок, я не буду шмат цитат приводить, хотя там шмат выписывал, но вот по первому пункте, допустим, у меня пытание, выкликала эта цитата здзіўлення, потому что, вядома, что шлях Літвіна, нават калі мы на ім засяродзімся, у Савецкі Саюз быў вельмі доўгім, тому што ў 1569 годзе Великое княжество Литовское вылучылася да Рэчы Паспалітай, пасля была полонізацыя, пасля была русифікацыя ў Расійскай імперіі, толькі пасля была БНР нават спроба, да, вось гэтай беларускай дзяржаўнасці, і толькі пасля был уваход у Советский Союз. Прошло досыць шмат часу. Так речь же не о времени, речь о неких установках. Понимаете, на самом деле эта фраза была, в принципе, совершенно обоснована, потому что тем, что я писала до того, и тем, что я писала после того. Объясняю. Меня немножечко удивляет мотив, то есть в белорусской теперешней культуре, в белорусском общественном мнении существует штук, наверное, 10 версий этничности. Одна из них литвинская. Какое-то время она побеждала, была еще кривическая, масса есть. Есть еще советская версия этничности. А вот я об этом обо всем в книге пишу. Вы дальше до советской версии наибольш часто вертаетесь. У вас советский белорус, и вы до него постоянно вертаетесь в каждом разделе. А я пытаюсь в нем разобраться. Я пытаюсь разобраться, что произошло с тем мужиком, он называется в сказках мужик, которым я любовно занималась, в Советском Союзе и происходит сейчас. Что в нем изменилось, что в нем не изменилось, и что может быть деревенское, то, что прекрасно в деревне, на самом деле плохо в индустриальную эпоху и в постиндустриальную в городе. Вот о чем я все время думаю. Что касается вот версии литвинской, понимаете, какая штука? Я в этой версии, при всем уважении ко многим, кто ее разделяет, я вижу очень часто у апологетов этой версии, не у тех, кто ее создал, у апологетов, такой, знаете, своего рода снобизм. Вот мы литвины, а вот это вот белорусы. Вы сами с этим встречались многократно. Вот это вот то, что они называют нехорошим словом быдло, да? Они белорусы, они ничего не понимают. Они не имеют представления о государственности, они не имеют представления об идентичности, они не имеют представления о гордости и чувстве собственного достоинства. И вся наша беда это в том, что у нас мощных... Это не основной дискурс. Самый основной дискурс это мы, советские белорусы, и мы как раз таки все остальные, вы меня спросили про литвинов. Которые эти фашистующие... Вы меня спросили про литвинов, я вам про литвинов отвечаю на вашу цитату. Вот. Поэтому эта версия вызывает у меня сомнения. В счет того, что Литвин это не этноним, а политоним. Литвинами считала себя очень малая часть людей. Самосознание не литвинское, это самосознание элиты. Это не самосознание вот этого мужика, которого я люблю на самом деле. У меня прадед мужик, и дед мужик, хотя писатель. Мужик деревенский. Тут же гаворка ідзе, разумееце, не про розницу паміж беларусам и литвином, а менавіта про крыніцы и вытоки нашей нации. Но вы можете считать их литвинскими, вы можете это красиво, роскошно доказывать. Я, я, например, очень люблю Ермоловича. Я его очень люблю, я его читаю как приключения. И, кстати, я его помню немножечко, как он сидел в Ленинке, такой. Каждый день он сидел. Вы пропонуете отличивать белорусов все-таки от советского периода? Нет, почему же? Если вы говорите о моей теории, то есть это не моя теория, она тоже широко известна. Конечно, для меня нет. Белорусы – это конец XIX века, это вторая половина XIX века. Это самосознание, возникающее... Вообще, в принципе, XIX век, он весь идет к этому, но есть такая штука в этнологии, это такой ас.
аз, в смысле через букву «з», народ появляется тогда, когда появляется само название. То есть все остальное могут быть подступы к этносу. Вот, очень мощные. Но лишь когда люди понимают себя не как отдельных людей в некоем окружении, там, не тутейшее это не название народа. Когда появляется имя Беларусь. Это имя более или менее разделяется всеми, кто имеет отношение к Беларуси. И для меня, извините, я банально люблю Купалу. Я банально люблю Богушевича. Я люблю этих людей, это время. Вы разумеете, вы любите Купалу, кажете про савецкага беларуса, як наколькі савецкая ідэалогія у сваіх тэкстах вы даказваеце, што яна вельмі прыдатна легла на беларускую ментальнасць. Да. Але пры гэтым радочкі, да? Мне бацькаўшчыны цэлы свет, ад родных не ўяд вярнуўся, адно не збуешы ўсіх бед, мне сняцца сна Беларусі, піша Купала, 24 год. Вось ён з вамі пагажаецца ці спрачаецца гэтымі радкамі, як вам падаецца? Да не вот то, мне снятся, мне снятся сны о Беларуси, это, кстати, вот так одна из моих любимых строчек, потому что у меня даже была статья, которая так называлась в свое время. А мне снятся сны о Беларуси. Вы понимаете, Беларусь это же не вот нечто стационарное, что вот надо поставить рамку. Вот Беларусь возникла вот тогда, белорусы возникли тогда. И чем дальше, кстати, это не только мы, это очень активно делают те, кого мы не любим, сторонники дискурса русского мира, да, когда они все дальше идут там по истории, выкапывают свои... Дугин. Там, да, конечно. Да, и даже Крылов, который из них самый, в общем, такой толковый, да. Вот Проханов это вообще за чертой добра и зла. Вот. Но дело в том, что, понимаете, от того, что белорусы были в Великом княжестве Литовском, для кого-то это может быть началом его идентичности, для кого-то это будет счастьем. Для меня идентичность из разных. Для меня счастье, что был Купала. Ну что зрабіць з тым, што беларуская мова там пачала фарміравацца менавіта? Слава Богу, што она пачала фарміравацца. Але мова гэта не гэта зусім не значыць народ. Гэта вельмі такія паняцці, яны слітныя, але яны неяк разыходзяцца. Я разумею, ну вот калі вы складаеце свой радавод, вам же цікава, што было да вашай бабулі, а пасля да яе бабулі. І вось такім чынам мы доходим, да? Мы оборваны в этом плане. Вот мое генеалогическое древо, оно оборвано с нескольких сторон. Я это ощущаю, вы знаете, как вот то, что я сижу на стуле, у котором там, может, 3 ноги или 2,5. То есть это очень неудобная позиция. Это, кстати, великий грех Советского Союза. Лишение людей родословно. Я не имею в виду только дворян. Я имею в виду и крестьян тоже. Потому что родословные были лишены все. И вы лишите, что другое дело, что... Нация с оборванной генеалогией. Я считаю, что не только белорусы нация. Але у белорусов у тым ліку. Конечно. С оборванной генеалогией. Да, конечно. Значит, паміж нами, паміж беларусамі, якія жылі, хай яны так не называліся, у Великім княстве Літоўскім, і беларусы, якія жылі, допустим, пасля ў Расійскай імперіі, ёсць разрыў, і паміж імі няма нічога агульнага. Я думаю, что... Но при тем, что мова заховалась. Вы знаете, случился такой, еще до этого случился 17 век, извините меня, пожалуйста. Случились вот эти самые страшные войны, да, 1654, да, и так далее. 7 лет. И, хто б ще протягував на мові розмовляти? Вы знаете что? Я думаю, что в тот момент был момент вот этой вот ухода языка в фольклоризацию, ухода языка в... То есть я не думаю, я практически убеждена. Язык сохранялся исключительно как говорка. И, кстати, всюду разное. Другое дело, что, кстати, вот они нам и сохранили. Но он же язык, да. Но он сохранялся не в элите, конечно.
Потому что вы прекрасно понимаете, что куда ушла одна часть элиты, куда ушла другая. Я за это не спрашаюся. Я просто кажу про те, що мова заховалася в людях в любым випадку. Безусловно. Не істотно якою. Безусловно. Другое дело, что на тот момент, я думаю, что услышь мы этот язык, мы бы его, наверное, с трудом узнали. Вот Ломоносовская русская мова так само, я так разумею, была не вельми подобная. Ну, что тут Ломоносовская, вот этот Чудище фильм облако, замечательный. огромно, стоземно. Ой, это замечательно, И на лояль. самом деле. А вот фильм был Андрея Смирнова «Жила-была баба», там на тамбовском диалекте. Вот. Я думаю, что вот на таких, он очень не похож на русский, я думаю, что на таких диалектах такого рода говорили я здесь. ведаю, что но японцы я не... кепско разумеют японскую мову уже 19 століття. Да, безусловно. Ну, это же не знать, у них же нема проблемы. Яны не сцвярджаюць, што гэта адбылося, таму што вось разарваная гістарычная нейкая звязка вось гэтага японскага народа з пакаленняў. Это бывает по разным причинам. Это бывает совершенно по разным причинам. Совершенно не нужно для этого. Понимаете, как Лев Гумилев когда-то писал, он говорил нам, когда на Таити завезли водку, а в Канаду консервы, менталитет народа изменился редко к лучшему. То есть меняется из-за сдвигов. Меняется с Японией совершенно ясно. Промышленная революция. Война. Это такой слом национальный, колоссальный в Японии. Война. Это же... То есть потом долгое достаточно решение проблем. Оставаться ли Японии монархией или ее переводить насильно на демократические рельсы. Я же Японию привел Запада. просто в якости приклада вот этой розности мовы в залежности от периода. Это для любой мовы характерно. Безусловно, и тут могут влиять любые, совершенно любые причины. Я вот, кстати, думаю, понимаете, да господи, что мы так далеко ходим, Стась? Я прилично знавшая язык на уровне, так сказать, моего детства, на уровне там, моего общения по-белорусски, сейчас новый белорусский язык я знаю значительно хуже. В этом языке много слов, которыми я не могу воспользоваться. Мне они нравятся. Да про то, что язык развивается. И про то, что, кстати, да, и про то, что он разный. Я же это не спрашаюсь, я это вам как раз таки и доказываю. А зачем вы мне доказываете то, в чем я не сомневаюсь? Ну вот, бачите, да. Вы пишете, национальная идея для белоруса изначально была социальной. Да, безусловно. Даже социально-экономической. Богатый или злой пан, бедный и хороший крестьянин. Таким образом мы представляли и классики Франтишек Богушевич, Антон Купала, и Кубколос и другие. Прогнать панов и людьми зваться. Белорусский человек до революции по преимуществу крестьянин. Ну, это вот белорусская рыса, по-вашему, да? Социальная? Да. Я маю на увазі, ось это фратерите, вот это французское, это же либерте, эгалите, это то же самое же, не? Значит, давайте мы будем разделять. Первое, это не рыса, это модель поводзіну, это некая модель самосведомости. Безусловно, революция всегда первично возникает на этнических требованиях, тут, на социальных требованиях. Тут, кстати, у белорусов-то наложилось. Появились этнические требования в добавку к социальным, да? БНР, потом БССР. А это именно белорусская особливость? Нет, конечно. Это но для всех этносов характерно? Нет, это характерно для, не знаю, как для всех, но тех, кого я изучала, для многих характерно, особенно в мире славянском. А вот там труднее чуть-чуть в неких, допустим, тоже японской культуре, потому что где есть самурайство, где есть верность, как бы верность хозяину, да, вот такая беззаветная, на уровне какой-то части общества, если есть такая беззаветная верность, да, есть такая беззаветная верность императору, вот, или там у китайцев, нет. Но вот то, что у белоруса первично, сказать, вот существует эта ненависть к пану, понимаете, белорусских сказок больше 1000 я прочла. Это главная магистральная линия. Я не читала волшебных сказок. Магистральная линия, причем там очень четкое развлечение. Пан чаще всего поляк. Пан чаще всего поляк,
российцы там, россиец очень мало где, вот, Ну, не любят православного попа. И поп другой, и пан другой. А мы в лакуне, вот здесь, между ними. Россия з'явился позднее, давайте не будем забывать. А то, что у Павлюка Багрина ж было, как москали там не забрали, там... Вы знаете что? Вот в сказках москаль, да, это всегда солдат. Это не россиец. Это солдат русской армии. Это может быть белорус, украинец, кто угодно. То есть это такой абстрактный персонаж. Русского войска. Вот. Причем он идет по деревне всегда один. Один, без войска. Нету армии. Это, кстати, единственный человек, кому белорус позволяет себя обхитрить. И я думаю, что это не потому, что он русский. Он не русский. Это потому, что он ходит. Потому что он видит разные земли. Это потому, что он не оседлый, не тутейший. Чому білоруси і жиду дозволяли себе, ну вот як Чорчилль, они на жид, да, высветили. И мои друзья евреи дозволяли себе обхитрить постоянно. Ну, я не... Нет, неправда. В сказках белорус всегда обхитрит еврея. Еврей хитрый, но белорус всегда его обхитрит. А очень часто белорус использует хитрость еврея, например, чтобы насолить пану. В этот момент еврей становится своим. Когда еврей обдуривает белоруса, кстати, не очень частая тема, вообще образ еврея это забавная вещь, он раздваивается. Есть вот те какие-то страшные мистические евреи, которые Христа распяли, а есть вот свой сосед. Он свой-чужой. Вот. Кстати, ну, хоть и свой, потому что он вельми расповсюдженный персонаж. Он свой, но как у Влащика, моего любимого, написано, что там батька вельми поважал Абрама Згрычина, але Абрам у нас ніколи не бывал у хаті, і ми до його ніколи не ходили. Вот так, вот такой момент. Ну давайте тоді от теми там, глобальної там, від білорусів до більш дробної, до Мінська. Ось ви пишете про те, що я зараз на вас найду цитату. Часто слышу от минчан горькую фразу: это уже не тот любимый нами город. Кстати, среди них нет ни одного, кому бы не нравились архитекторы и художники на Карла Маркса, фестиваль театра в Верхнем городе, репродукции на площади Яминск. Когда я это, извините, писала, я не знала, что Владимиру Орлову очень не нравились на Карла Маркса. Так что кому-то, наверное, не нравились. Ну, среди моих знакомых. Ну, вы, по-вашему, горший Бог меняется город, ці лепший? Просторно. Вот я перефразирую питание. Простора высветлая вокруг вас. В Минске было обаяние, как я понимаю, вот за этими советскими фасадами, да, которые, например, на проспекте, я не краевед, это надо обратиться к Вадиму Зеленкову или к Сергею Крапивину, но я видела фотографии, например, когда там проспекты Эля Маркса отстраивали после войны и старались немножечко вместить куда-то вот там вот среди этих советских фасадов какой-то элемент бывшего декора. А вот мне очень нравились остатки губернского города, прекрасного губернского города, которым был Минск. Потому что на самом деле большой губернский город – это огромная ценность. Это город, в котором развита культура, это город, в котором есть театры, это город, в котором есть там какой-то транспорт, там трамвай ходит, да, там, в начале века. Это город, где есть некая элита интеллектуальная, это город, где производятся какие-то смыслы, да, и в то же время он уютен, он укромен. Он не сумасшедший вот мегаполис, а вот он уютен, он укромен, в нем есть уголки, в нем есть переулки. Недавно видела цитату на каком-то сайте, сразу же: Минск привлекает к себе тем, что в нем причудливая вязь переулков. Ну, знаете, ругаться захотелось. Я не знаю, откуда это взяли. Вот я смотрю, отстроили кусочек, ну там вот торговая, не торговая, ну, знаете. Да? Вот что напрягает страшно? Во-первых, это гладкость и ровность всего, а во-вторых, вот ширина улиц. Если вы делаете, пусть мимикрируете под старый город, но сделайте там маленькие улицы, узкие, извилистые. Ну да, через 200 лет это будет старина, никто не будет называть это новоделом. Сделайте ее немножко стариной. Хотя, конечно, я не люблю вот реставрации в том смысле, в каком это понимается у нас. А вы бы погодились жить в доме чижа, допустим?
Ну вот, коли вам пропоновали, ну, там, за... Вы знаете, жить в доме Чижа хорошо, потому что из дома Чижа не видно. Да, да. Это одно место, где небольшие Эйфелевые башни. Да, совершенно верно. Это одно место, где небольшая Эйфелевая башня. Это Эйфелева башня. Я живу в таком же отвратительном, правда, гораздо менее пафосном доме, здании торгового дома на Немиге. И я тоже безумно радуюсь, что из него его не видно. Смотреть на это невозможно. Ну, до речі, коли б уявим собі таку ситуацію, що ось прийшли такі полымяные охотці нашої там спадщини і вирішили ось знести волевим намаганням дом Чижа і нарешті перетворити Немігу, ну, більш-менш її першопочатковий вигляд. Ну, пропонувавши, звісно, людям компенсацію там, за це. Ви з цього вітали, ці сказали, ні, я буду в своєму домі до опошнього. Это металлургия. Видите, Перекрывать вид на Раковскую. в своем доме я не буду перекрывать вид на Раковскую. И я думаю, что я не могу так сказать, потому что у меня есть соседи, які, між іншим, вельми люблять этот дом. Ось я там живу не вельми довго, 10 років всього, а яны патріоти этого дома. Я не могу сказать, разбурите. Але мне хотелось, как его не было. Так, знаете, если говорить честно, где бы я хотела жить? Я бы хотела жить в старом доме на Раковской. Я бы хотела жить в доме с сортирчиком. С высоким столем? Да, пусть там прорывает воду, пусть там гаснет свет. Я не люблю пафос. Мне не нравится. Я знайшов один из ваших дописов, и вы называете 5 своих любимых особ. Вы пишете Януш Корчик, Махатма Ганди, Владимир Короленко, Лидия Гинзбург, Анна Франк. Да, такой пёс. 20-х століття, да. Я з одного боку это некие ахвяры. Здрасте. Да? З іншого боку, ну, той же самий Януш Корчик. Він же по великому рахунку хоч і пригожо помер. Он победил. Это інше питання. Да, но всі його відають тому, як він закінчив своє життя. Он победил. Ну, а ви можете тоді розшифрувати свій вибір? Потому что я не хочу с вами спрощаться по этих персоналях, не моя эта задача. Януш Корчик. Я никогда никому не желал зла. Просто не знал, как это делается. Януш Корчик. Что тут еще объяснять? Так и прожил. Махатма Ганди. Непротивление злу насилием. Я понимаю, что когда-то наступит момент, когда я должна выбирать. И он наступил, Махатма Ганди, в 1940 году, и он сварился с Конгрессом, потому что Конгресс не решил, что фашизму нельзя сопротивлять, но треба сопротивлять гвалтам, потому что фашизм есть гвалт. И Ганди говорил, реки крови должны пролиться, и это будет наша кровь. Это вопрос в том, насколько ты готов убивать. Я, кстати, не разделяю ситуации вот с Ганди и непротивлению фашизму, потому что, все равно бывают внутри меня противоречия. Да, мы вчера об этом как раз с мужем говорили, о Ганди. И я также не разделяю, например, взгляды Ганди на государство Израиль. Это не значит, что Ганди становится в меня менее значимой личностью. Хотя были личности, которых бы я вставила, но просто я ж 5 себе сказала. Я бы вставила Швейцера обязательно. Давайте по остальным персонажам. Остальные персонажи. Значит, кто там у меня после Ганди шел? Да, Владимир Короленко. Владимир Короленко. Вы знаете, писатель второго ряда русской литературы, никогда не пытавшийся вылезть первый. Человек, о котором я не знаю ни одного плохого воспоминания. Все хорошие. Защитник в деле мултанских ватяков. Я не знаю, знаете ли вы про это дело? Я читал из биографии. Читали. То есть, когда людей обвинили в жертвоприношении, я не знаю, какой это народ. Я знала, но забыла, какой именно народ, вот как он теперь называется, эти вот ватяки. Вот это народ некой севера, русского севера. Обвинили в жертвоприношениях и, в общем-то, добивали коллективно вот этой мощью государственной машины, мощью этого вот российского страшного суда, да. Вот. И он был общественный защитник.
Он совершил вещь, которую я бы не могла совершить. Он очень, кроме того, что он был общественным защитником, он очень любил свою семью. У него было несколько дочерей. Одна из них младшая умирала. Он поехал защищать Малтонский ватяг. Он выбрал это. И вы, отповедно. Как бы вы просто хватило ли бы у меня сил это сделать, я не знаю. Что это в данной ситуации было надо сделать, потому что творилась величайшая несправедливость, аналогичная в чем-то делу Дрейфуса. Только люди были необразованные, неграмотные крестьяне, а не великолепные, в общем, Дрейфус сам по себе. А вот. Лидия Гинзбург и Анна Франк у нас остаются. Лидия Гинзбург. Ну, вы вот Facebook мой читаете, я ее все время цитирую. Это поразительное, знаете, это вот такой поразительный стоицизм, остаться собой, сохранить достоинство в самых жутких условиях. То есть она 1902 года рождения, умерла она в 90-х, жила она всегда в России, вот она петербуржанка, сперва в Одессе, а потом в Петербурге. То есть, мало того, что она гениальная девочка, и то, что написала в 20 лет в своих записных книжках, некоторые 40-летние и 50-летние не поймут, причем гуманитарии. Вот. Но самое главное, это то, что она сделала записки блокадного человека. И, в принципе, ее вот эти эссе, которые показывают, ты должен себя изнутри постоянно создавать, дисциплинировать, не позволять себе расхлябанности, не позволять себе истерики, не позволять себе трусости. Ты должен уметь радоваться. При этом, при всем. Это не трагическое мировоззрение, она человек не трагического мировоззрения. Твой мозг, твой интеллектуальный уровень дан тебе для того, чтобы ты совершенствовался. Ну, я очень пошло это говорю. Надо почитать Лидию Гинзбург. И Анна Франк. Анну Франк я люблю, как любила бы дочь. Из этих ипостасей мы можем собрать вашего любимого человека, если вы хотите, идеального человека. Мой любимый человек совсем другой. В нем совершенно другие качества. А вот скорее человека, вот понимаете, опять же, рысы, из которых одной не соберешь, они все друг другу противоречат. Махатма Ганди и Анна Франк друг другу противоречат. Просто есть что-то, что я считаю... Знаете, идеал – это не то, вот, куда ты должен дойти. Когда ты сотворяешь идеал, как бы, ты добиваешься идеала, ты вдруг выясняешь, что это был не идеал. И вообще он иногда очень страшненько кончается. Очень страшно кончаются олицетворенные идеалы. Идеал – это то, к чему ты должен тянуться. Это вектор, это направление. Перейдем до питання читачів нашої Ніви, які вам присилали. Ну, я, в принципі, не збирався задавати вам питання на конт білоруської мови, але читачі задають. Як ви лічите, чи є у нас дискримінація русскомовних авторів? Дискриминации нет, неравновесие есть. Это очень долгий вопрос, причем это неравновесие, в нем не виноваты нынешние белорусские авторы. Как не смешно, это наследие Советского Союза. Когда национальная культура должна была быть национальной по форме и социалистической по содержанию, и поэтому, например, в Союз писателей, даже в советский, белорусскоязычный автор проходил легко. Русскоязычный очень сложно. Ну, вот на чьим боку ось были зараз був гэты скандал з пенцэнтрам з беларускім, калі там выказываліся, што спачатку, там уже была перадгісторыя, спачатку Строцаў выступіў з заявай неабходнасці генозіса рускамоўнага там творцы на карысць беларускай мовы. То бок самаздрабненне і самапрыніжэнне. Ну, нібыта... Извините, я не знаю ничего про... Ничего не веду про эту заяву. Добра, ну, тады мы гэта пакінем і пяройдзем да другой часткі. Я спытаю Строца. Пасля, літаральна праз пару тыдняў адбылася, ну, можа, праз месяц, адбылася вось заява пенцэнтра, дзе было сказана, што наадварот трэба дапамагаць, падстаўляць плечо там рускамоўным беларускім аўтарам, ну, таму што іх нібыта дыскрымінуюць і
пачалася спрэчка, ці наогул дайшла яна до таго, ці наогул з'яўляюцца рускамоўныя беларускія аўтары беларускімі. Этот вопрос Вось обсуждается вы задолго до... беларускамоўны аўтар беларускі? Безусловно. Безумовно. Я белорусский автор. В моих текстах гэты город, гэтая краіна и гэтыя люди. А я белорусский автор тому, что, например, я адчуваю нейкае адрозненне, прычым вельмі даўно, ад сучаснага рускага працэсу літаратурнага. Ну, так, мне якраз больш цікавыя тыя людзі, якія пішуць па-руску, на рускай, але якія жывуць не ў Расіі. Вось мне цікавы Михаил Шишкін, мне вельмі цікавая Елена Бачарашвілі, яна ў Канадзе жыве. Мне вельмі цікавая Маріам Петрасян, яна жыве ў Ереване. То бок, мне цікавыя тыя, хто пішуць па-рускі, але не расейцы. Вы звяртаючыся да пытання. Нет, расейцы мне таксама цікавы, расійскія аўтары. Гэта не к тому, што пытання, вось гэты, ну, назовем яго словом скандал, хаця там, конечно, до скандала не дасягнула. Дасягнула? Ой. Ну вось, все ж таки, трэба неяк дапамагаць, пакуль Дмітрый Строцаў займаецца кінозісам рускамоўнага творцы на карысць беларускага, ці патрэбна беларускамоўным творцам дапамагаць рускамоўным у барацьбе з дыскрымінацыяй? Вось калі вы не яшчэ не сказалі слова дыскрымінацыя, вельмі так іранічна гэта гучыць, і так я памятаю, колькі непрыемнасцей было ў вельмі паважаных мною людзей, якія, як мне здаецца, нічога кепскага не хацелі. Яны хацелі толькі добрага. Але вось нейкае неўдалае славцо, і все. Все забыліся на тое, што они казалі, усе за славцо хапіліся. Разумееце, у мяне ніколі не было нейкага вось сейчас я подумаю, как это сказать, и перейду-ка я, пожалуй, на русский, мне будет проще. Знаете, для меня сам вопрос этот звучит дико. Для меня дико звучит вопрос вообще разделения на агнцев и козлищ. Для меня русскоязычный автор, живущий в Беларуси, пишущий о Беларуси, никуда не уезжающий, работающий здесь, вот, это, безусловно, белорусский. Да, и идентифицирующий, главная вещь, себя с Беларусью, это, безусловно, белорусский автор. Мне не надо никаких там хождений по его текстам, проверки с лупой, что он там, какие он там употребляет слова. Так недавно вот один известный человек, известный, в общем, достаточно и в литературной, и вообще на общественной ниве, сказал, что он читает Чарухина и не видит, что там это все про русскую провинцию. Здравствуйте. Описание того, как мальчик едет в Минске, не называя мест Зеленого Луга и до Немиги, не называя мест, их просто узнаешь. Описание того, как герой садится на площади Якуба Колоса, тоже в трамвае едет, как он видит памятник Якуба Колоса. Это что? Это русская провинция? Нет. То есть для меня это вымышленный вопрос. Это вопрос скорее каких-то амбиций. И, кстати, я хочу сказать, при том, что вот я вам говорила, что в советское время Союз писателей русскоязычных принимали неохотно, при этом, при всем, я не помню ни одного вот такого конфликта, ни одного вообще в белорусскоязычной писательской среде, ни одного принижательного, уничижительного слова о писателе, пишущем на русском языке. То есть по-русски писал Тарас, его уважали. По-русски писал Кислик, его уважали. По-русски Быков переводил свои тексты, авторизованные переводы. По-русски писал Адамович, его уважали. Не было исканий, русский ли это автор или это белорусский автор. Никто этим не занимался, во всяком случае, в среде моего деда. Читач никам ідеаліст пытае, скажите, что на ваш погляд сёння трэба рабіць, каб тая частка беларусаў, што ўсё ніяк не можа перастаць асацыяваць сябе з РФ, зразумела, што мы іншая дзяржава, і гэта файна.
Якія могуць быць папулярныя метады для народа? У вас ёсць нейкія рэцэпты, вы не ведаеце? Ведаеце, я боюсь, что методы-то есть. Але тут есть одна такая маленькая детальчика, дробязь. І яна ў тым, што ўсе нашы намаганні спрацуюць не пры нашым жыцці. Яны спрацуюць і нават не пры вашым. Ведаеце, яны спрацуюць, можа, праз 2 пакаленні. Вот гэтыя мелкія крокі. А крокі трэба рабіць. І ёсць рэчы, якія робяцца. На самой справе, вось, хтосьці там назваў ініцыятывы будзьма там нейкім кітчам беларускім. Хай будуць вышыванкі. Хай будзе вось гэты зазыв на... Пра гэта ёсць, дарэчы, яшчэ адно пытанне пра вышыванкі. Про вышиванки. Коли бы была черная, с пригожим мелким орнаментом, я бы себе набыла. Мне подобается. Есть такие, есть. У меня такая есть. Мне подобается. Я носила вышиванки, коли яны еще так не назывались. Але у нас у краме, вось на проспекте Ленина, потом Скорыны, потом Незалежности, были вось в магазине Паулинка, у краме Паулинка, такие вось. Я такая приехала во Львов, и в этой вышиванке я познакомилась с мужем. Дальше вас питають якраз, як ви ставитеся до вакханалій у роўнай ступені? Як з боку абаронцаў чысціні святасці і гэтак далей традыцыяў, так і вытворцаў, што склалася вакол выкарыстання этнічнай культуры ў масавай прадукцыі, вышымайкі і падобнае. Ну зачем придавать значение то, которого нет? Вот это опять то, о чем я говорю. Уцепятся за какую-то мелкую вещь. Чем плоха вышиванка? Как таковая. Я ее помню с детства. Это прелестная вещь, только не надо придавать ей значение, там, символа белорусскости вот такого вот бесконечного. Мы оделись в вышиванки, и значит мы истинные белорусы. Вот она не символ вот этого, но она символ твоих предпочтений. Ну, Альгерд Бахаревич писал, допустим, в своем тексте про то, что аднойчы у Літве, калі не памыляюсь, на нейкі паэт беларускі выйшаў у вышыванцы і пачаў чытаць свае вершы. І вершы, я так разумею, не памятаю, што гэта былі за вершы, але нейкая літоўская паэтка, ці, можа быць, крытык, яна сказала, што вось з гэтым вы хочаце ісці ў Еўропу, ну вось нешта кшталту такое. Нешта архаічнае такое, што якарем павісае просто на... Эстонские шапки, литовские кружки глиняные, вот, латышская керамика, шерсть серая, небеленная, холст, лен. Они с этим пришли в Европу. Почему мы не можем прийти с вышиванкой? Другое дело, что не только вышиванка нужна. Вот это Гоголь, кстати, говорил, что не в сарафане русский дух. Да? Не в сарафане. Сарафан не мешает ему. Это, конечно, конфликт в какой-то мере между людьми, которые считают, что вышиванка напоминает им вот о крестьянских корнях белорусов. Северян Кацковский писал, что это нагадывае якраз гэты савецкі, як вы казалі, савецкае патрабаванне мець нацыянальнай культуры якраз такі лубочныя, дастаткова прымітыўныя, але нібыта аўтэнтычныя. Ведаеце, у нас у семьи один из наших свояков привез от бабули. Бабуля померла уже, села. Вот это спадницу, это с вышиванкой, это сорочку с вышиванкой, на маленькую женщину, такую вельми невеличкую, такую белорусскую, такую, ну, ведаете, с такими прозрыстыми вошима. Я их очень люблю, вот этот типаж. Вот он привез, это она себе сама на свадьбу сделала. Было это, ну, она 11-го года, значит, ну, где-то, наверное, в 30-е она выходила замуж в селе. Вот. Извините, при чем тут советская номенклатура? Она и читать-то еле умела. Тут при чем мамины и бабушкины свадебные платья?
Другое Ну, дело, да. что это, конечно, искусственно. Ну вот, Но вот там, но для нас я имею искусственно, на увазі, а через 20 лет что будет вышиванка естественно. ассоциируется с этим советским культом, этой колгастной, такой примитивной селянскости. Селяне советские не носили вышиванку. Ну, Советские селяне носили пиджак, жуткие с гаечными брюки, ключами, и кишенями. на пиджаке распластывался, на воротнике пиджака распластывался воротник рубашки или мастерки спортивной. Вот что надевали советские крестьяне, а вовсе не вышиванки. Ну ось, будем лічити, що це був ваш отказ Чемберленом. Так, спадарня Юлія, як на ваш погляд, ці маємо у Білорусі городську культуру? Хто з'являється відказним за її якість? Питання таке. А хто може бути відказним за її якість? Перше питання, ці є науку городська культура білоруська? Конечно. Белорусская городская культура есть. Она не очень громкая, но меня очень радует, что белорусская городская культура усиливается и укрепляется. Я не очень хорошо знаю, как это делается в областных центрах. В силу некоторых причин я довольно мало передвигаюсь, мало езжу. Но в Минске, да господи, боже мой, городская культура создается там Еврокафе, да, цехом, выставками самыми разными, любой инициативой, да, те же Будьма. Господи, я просто даже не знаю, как назвать эти центры, их много. И Мова на Нова, и Мова Тутбай, и Графа. Это все отроги городской культуры, это публичные площадки. Единственное, что белорусы, люди такие все-таки очень мелкогрупповые, и поэтому эти публичные площадки мало пересекаются. Хотелось бы, чтобы больше друг с другом. То есть создаются некие анклавы. Это и есть городская культура. Вот. Тут стоит другой вопрос немножечко там, о том, что там, например, ставится в театрах, и как ставится, да, о том, там, сколько людей посещает там некие выставки или сколько людей посещает, например, презентации книг писателей, да, наших. Вот. Вопрос в количестве. Ну вот качество этих людей совершенно безусловно. Ну, є ще питання. Як ви ставитесь до того, що Міністерство культури недавно проводило конкурс на помник корові, який буде усталяваний каля Комаровського ринку? Ну, причому це треба питання розглядати, напевно, в розрізі того, що, коли я не помиляюся на помник Быкову, по-моему, Быкову, Тихоровкевич, могу помилитися, не знайшли гроші. Вы знаете что? Я не знала про памятник коровы. По мне, так первоочередной памятник Быкову. Вот. Если будет стоять памятник, если не будет выбираться как бы субсидирование на памятник Быкову и памятник корове, я буду рада, если будет поставлен памятник Быкову, если где-то будет поставлена симпатичная корова. Но около Комаровки, в принципе, по-моему, уже это невозможно. И потом меня очень волнует качество таких скульптур. Эти скульптуры – это европейская тема и все прочее. Во-первых, практически нет абстрактных скульптур, которые в Европе очень интересные обычно, да, или таких полуабстрактного толка. Они такие очень у нас буквальные и такие очень лощенные, как правило. Девчина вызготы с парасоном. Вот, ну, это мы любим, да. Те там вызготы человек, какому сигарету поставили. Она для меня Машенька, а он для меня Остап Бендер, да? Вот. Но дело в том, что, понимаете, они все, в общем, такие немножко однояйцевые. То есть... Они же одним вот, человеком были зарублены. Да, но не все же. Да. Вот то, что стоит у ЦУМа, это же чудовищное безобразие, это же уродство. Там эти детки, это страшно. Нужно все-таки, чтобы скульптуры были, чтобы город был отдан людям, чтобы город был отдан авторам, которые могут его украсить. Потому что сейчас вкусы как бы тех, кто заправляет в этих областях, они, мне кажется, весьма прихотливыми. То есть у меня существует там больное место, оно для многих коренных минчан больное. Это вот жуткая гостиница, да, около цирка. Вот. Вкус прихотливый, вот, но при этом они такие немножечко грубоватые и топорные.
Хотелось бы без этого. И хотелось бы, чтобы архитектурные и скульптурные вещи все-таки выносились на обсуждение горожан. Вообще бы очень хотелось, чтобы на обсуждение горожан выносились многие вещи. Ну, я на заканчивание вычитал ось такую, черговый раз у вас. Вы пишете про то, что калісьці до вас залицался, когда вам было 15 годов, до вас залицался хлопчик. Стас, как внимательно вы читаете мой Фейсбук? Ну, готовились. Что ж, я не тільки ж Фейсбук, як ви бачите, читав. Да. Ну ось, і ви, я написав вам некий проникнений лист, і ви, в принципе, на этом листе ваши взаимоотношения не закончились, потому что, ну, вы там ставите вот перед своими читачами питания, отгадайте. Очень вельми хутко Олена Германович отгадала. Чому ви з гэтым хлопчиком так поступили неправильно? Чому ви з ним розійшлися? Я с ним не поступила, я ему сказала, что мы будем друзьями. Я розумію, ну чим була ягонная стратегічна помилка? Он написал «извини». И вот я, это было через «е», извините, это было первое слово в письме. И дальше следовало признание. Так ось літарально на закінчення таке питання. Ось гэта, я так розумію, одна з тих речей, які ви не вмієте дарувати людям? Я могу простить людям почти все. И правописание я не могу простить культуре, что она нас обманула. Но это своя и долгая беседа. Культура нас обманула, объясняя нам, что вот если мы ей полностью будем проникаться, если мы будем проникаться словом и всем прочим, то мир станет прекраснее. Культура нас обманула, а мы ей поверили. Ну, у меня там таится что-то в голове, но я еще не знаю ответа на этот вопрос. Дай Бог узнаю. Вот. Но что я не могу простить? Вы знаете, когда у меня попросят прощения, то есть когда человек уже попросит прощения, у меня, у кого-то другого, я его обязательно прощу. Потому что то, что он почувствовал, понял сам, для меня гораздо дороже всяких высоких принципов. Для меня вообще человек дороже. Даруйте, коли что было не так. Все было так. Даруйте меня, коли что было не так. Дякую. До побачення.